Монголия. Край степей и гор, земля ветров и синего неба. Страна белоснежных юрт и кочевников. Родина Чингисхана и его наследников. Уже 10-й год в стране работает Монгольская федерация масс-рестлинга, национального вида спорта Якутии. За его развитием в Монголии стоит Эрденэванчик Батбаатар. Это он показал землякам, что такое масс-рестлинг. Опыт перенял у якутских коллег. Эрденэванчик – выпускник Чурапчинского института физической культуры и спорта. В 2003 году я пошел учиться в спортивный класс в городе Дархан. Девочки занимались волейболом, а мальчики – вольной борьбой. Однажды наш тренер спросил у меня: «Хочешь учиться в Якутии? Якутия славится своими олимпийскими чемпионами и призерами, поэтому если ты там будешь тренироваться, покажешь хороший результат». Мне эта идея пришлась по душе, и в 2007 году, когда мне было всего 15 лет, я поехал в Чурапчу. Без теплой одежды, не зная никакого языка, кроме родного. Конечно, я ничего не знал и о якутском холоде. В тот год в Чурапче было 63 градуса мороза. Один раз даже треснула подошва, когда я шел из общежития в институт. Вначале мне было очень тяжело, но мне помогали все. Тренеры Кирилл Николаевич Захаров, Ульяна Николаевна, Иннокентий Иннокентьевич Готовцев. Так я стал самым первым иностранным студентом в республике Саха-Якутия. В Монголии мы заключили договор с представителями Монголии в 2004 году, когда были Дети-Ади соревнования. Тогда мы проводили международную конференцию, приуроченную к детям Ади или Чурапча. И мы договаривались, чтобы они отправили в республику Саха, Чурапчинскому государственному институту иностранных студентов из Монголии. Ну и первым же студентом был молодой наш герой сегодняшний. Эрденэванчик приехал в Чурапчу в совсем юном возрасте, 15 лет, заканчивая школу. У нас же девятиклассники, десятиклассники, да, вот, 15 лет. Нет, он уже зрелым был. Он тогда, наверное, там работал, у него же родственников много и братьев много. И он старшим является в семье. И он трудился, наверное, он и обеспечивал там семью уже 15 лет. И по виду не скажешь, что ему 15 было. Первый иностранный студент Якутии. Первый студент из Монголии в Чурапче. Тогда, будучи 15-летним мальчишкой, Эрденэванчик не знал ни что такое настоящий холод, ни что такое жить вдали от дома. Но главная трудность была в общении. Начинающему спортсмену пришлось учить русский и якутский языки с нуля. Якутский язык Эрден учил самостоятельно, можно сказать, и с друзьями, когда общался. Он, когда учил якутский язык, он только по-монгольски говорил. И по-русски не очень хорошо говорил, не понимал по-русски. Поэтому пришлось ему выучить якутский язык. Он себе такую задачу поставил и взял тетрадку, такую толстенькую тетрадку, и записывал все слова по-якутски. Якутские слова записывал он сам и переводил по-монгольски. И когда он в магазин ходил, да, и от продавцов, от бабушек спрашивал, да, как продукт этот называется по-якутски. Да, вот, и как надо говорить, когда покупаешь вот этот продукт. Ну, это самое главное, первое, да. Потом уже он выучил термины по видам спорта. Он же борьбой занимался. Сагаем национальной борьбой, вольной борьбой занимался, да, масс-рестлингом. Он разносторонне развитым был. И когда он спрашивал по-якутски, он все записывал.
И я хочу вот сказать молодым людям, да, которые выезжают в другие страны, вот опыт Эрдена надо взять с собой. Обязательно надо записывать и выучивать самим. Каждый день тетрадка пополнялась новыми словами. К концу обучения она ему больше была не нужна. Эрден Иванчик свободно говорил на якутском языке. Причем не просто выучил язык, а полюбил культуру народа Саха. Учился хорошо. Я помню, он диплом защитил по национальной борьбе монгольской, и он на пятерке защитил. Он дружился со всеми ребятами, он стал якутским парнем. Он сколько лет в Якутске прожил? 13 лет, по-моему, больше. Да? Я всегда говорю его сыном, своим сыном, старшим сыном. У меня сын есть, да, вот, а он является старшим сыном. Вот, и жена моя, Екатерина Николаевна, говорит, это старший сын пришел, постоянно к нам приезжал, я принимал постоянно, он у нас в гостях бывал, и помогал мне по работе, по домашним работам тоже помогал, да, вот. Поступив в Чурапчинский институт спорта в 2007 году, спустя 6 лет он стал его выпускником. В 2014-м для него открылись двери СВФУ имени Амосова. Эрден Иванчик поступил в магистратуру. В том же году открылись новые горизонты в спорте. В его жизнь ворвался масс-рестлинг. В 2013 году я закончил бакалавриат в Чурапче, а спустя год переехал в Якутск и поступил в магистратуру в СВФУ. Мои однокурсники занимались масс-рестлингом в Мадуне. Они рассказали, что в 2014 году пройдет первый чемпионат мира по масс-рестлингу, куда приедут спортсмены из разных стран, и я мог бы представлять Монголию. Я стал усердно тренироваться и сгонял вес в течение 3 месяцев. В моей весовой категории до 80 килограммов была самая большая конкуренция. Я пришел в масс-рестлинг из вольной борьбы, да и мои соперники занимались успешно другими видами спорта. В 4 поединках я одержал победу, и только в последний проиграл сопернику из Азербайджана. Вот так, впервые попав на чемпионат мира, я сразу же завоевал бронзовую медаль и влюбился в масс-рестлинг. Ноябрь 2014-го стал поворотным в жизни Эрдена Иванчика. Первый чемпионат мира по масс-рестлингу в Якутске с участием 144 спортсменов из 35 стран мира. Трибуны заполненные болельщиками до отказа. Соревновательный дух и накал страстей, витающий в воздухе. Впервые выйдя на помост, Эрден Иванчик уже не представлял себя без масс-рестлинга. Встреча с Эрденом Иванчиком случилась у нас в далеком 2014 году. Тогда мы готовили первый исторический чемпионат мира, который принимал в ноябре город Якутск. Тогда кипела работа в Мадуне, в отделе развития масс-рестлинга. В кабинет вошел веселый паренек и заговорил со мной по-якутски, а потом по ходу беседы обнаружилось, что он из Монголии, его якутский язык был просто совершенен. И тогда я узнала удивительную историю. Оказалось, что Эрден Иванчик – первый иностранный студент вообще в нашей республике. Вдохновившись, в 2014 году я открыл у себя на родине Монгольскую федерацию масс-рестлинга. С тех пор чемпионат Монголии проводится уже в 8-й раз. Трижды наши спортсмены брали бронзовые медали на чемпионатах мира. Я уверен, что мы подготовим еще больше хороших спортсменов и завоюем еще больше медалей. Вся Монголия сейчас знает, что масс-рестлинг – это якутский вид спорта. Очень интересный и зрелищный.
Я, жена Эрдена Ванчика, поддерживаю своего супруга во всем. Он основатель масс-рестлинга в нашей стране, а я его правая рука, президент Монгольской Федерации. В этом году исполняется 10 лет, как мы вошли в Международную Федерацию масс-рестлинга. Помню, как вчера, это был 2013 год. Но усиленно мы начали работать с 2014 года. В первый год нам было очень тяжело. О масс-рестлинге в Монголии почти никто не знал. Например, самый первый национальный чемпионат прошел в 5 весовых категориях, собрал всего 32 участника. А теперь мы проводим соревнования, где участвуют более 300 человек. Я думаю, это хороший результат. Мы планируем дальше развивать этот вид спорта в Монголии, и у нас большие планы. масс-рестлингийн 2022 оны Монгол улсын аврагч шалгуулах тэмцээн В столице Монголии Улан-Баторе состоится чемпионат страны по масс-рестлингу. масс-рестлингийн холбооны төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж хүрэлцсэн юм а. Энэ үеэр жуух үчгээр Аврах шалгуулах тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тэр цагаас эхлэн Монгол улсад шинэ төрлийн спорт хөгжиж эхэлжээ. Восьмой национальный чемпионат по масс-рестлингу выявил лучших спортсменов, которые представили страну на чемпионате мира в Якутске, в городе, откуда и начинал свой путь масс-рестлинг Монголии. Более 130 спортсменов боролись в 13 весовых категориях. На кону не просто победа, поездка в Якутию. С момента старта максимальное внимание болельщиков привлек 72-летний масс-рестлер, известный в Монголии пауэрлифтер. В первой же схватке удача была на стороне Даша Намхайдоржа. Казалось, победа уже в кармане опытного спортсмена. Зрители ликовали. Но помост выбирает сильнейших. Техника и работа корпусом соперника взяли верх. Вся моя жизнь связана со спортом. Мне 72, и я трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Азии по пауэрлифтингу. Молодежи я советую заниматься масс-рестлингом, а победителю желаю удачи на чемпионате мира в Якутске. Еще одной интригой вечера стал поединок Бацайхана Юурцайха. Юноша – настоящий феномен. Ему 18, учится в школе в масс-рестлинге меньше года. Для него чемпионат Монголии стал первым крупным соревнованием и однозначно знаменательным. Сегодня появилось новое имя монгольского масс-рестлинга – Бацайхан. Уверенно вырвал первое место. Мне очень понравилось. Я рад своей победе. Теперь буду готовиться к якутскому помосту, чтобы достойно представить Монголию. В стране степей масс-рестлинг развивается с космической скоростью. Сегодня его массово преподают в школах. На языке спорта тут говорят даже байкеры. Каждый год в стране проходят соревнования разных уровней. Масс-рестлинг пришел в малые села и крупные города. В каждом Туваймаке, районе Монголии, есть свои масс-рестлеры. Перетягивание палки становится массовым. Занятия проводят в школах и университетах Монголии. Проводили даже в юртах, потому что мы знаем, что масс-рестлинг очень доступный, демократичный вид спорта. И он очень пришелся монголам по душе, потому что у монголов дух воина, дух единоборства в крови. Я думаю, что мы просто одной крови. Потому что не только внешне мы похожи, как братья-азиаты, но и дух у нас такой, какой сильный. Мы способны выживать в экстремальных условиях. Если мы в северных холодных условиях, то они в степи. И вот у них тоже бывают мощные снегопады. И они вот очень сильные духом и физически крепкие спортсмены. Сила и выносливость у монголов в крови. С раннего детства их обучают ездить верхом на лошади, стрелять из лука, быть быстрыми, ловкими и смелыми. Любовь к спорту, заложенная столетия назад, дает современной Монголии фору и в масс-рестлинге. В марте этого года в Улан-Баторе прошли первые в истории страны соревнования среди полицейских и внутренних войск. Проходит общенациональный чемпионат по масс-рестлингу среди полицейских и военнослужащих внутренних войск.
Это финальный этап длительной серии соревнований, которые стартовали еще в январе и охватили 21 тупаймак Монголии. По данным организаторов, в нем приняло около 4000 участников. В финальном этапе принимает участие 31 команда, около 400 участников. Соревнования проходят 2 дня. Сегодня завершились соревнования в 5 весовых категориях, 3 мужских и 2 женских. На 5 категорий 170 спортсменов прошли взвешивание. Второй день 125 спортсменов прошли взвешивание. Соревнование было командное, поэтому дух командный был, присутствовал. Приветствую всех участников, тренеров и коллег. Сегодня впервые в мире масс-рестлинг проходит среди полицейских и военнослужащих. И проводит такой турнир наша страна, Монголия. Масс-рестлинг родом из Якутии. Наши братья, народ Саха, сохранили и пронесли свой национальный вид спорта через века. В наши дни он вышел на мировой уровень. Федерации масс-рестлинга работают в 53 странах мира. Желаю всем участникам турнира удачи. Пусть победит сильнейший. В прошлом году я отобралась в состав сборной команды для участия в чемпионате Азии по масс-рестлингу, который проходил в Узбекистане. Тогда мне удалось выиграть бронзовую медаль. Мне очень нравится масс-рестлинг, он меня захватил. Я прошла обучение по судейству, набираюсь опыта. В первый день турнира работала арбитром на помосте, во второй день судьей-информатором. Первый раз масс-рестлинг турнир делаем, да, среди полицейских. Очень удачно получилось. И первый раз это наши ребята участвовали. Поняли, что это важный спорт для физического развития, для наших полицейских. Я начал заниматься масс-рестлингом с момента его появления в Монголии. На международных соревнованиях я не участвовал, но этот вид спорта полностью овладел моим сердцем. Я давно мечтал, чтобы полицейские и сотрудники внутренних войск моей страны занимались масс-рестлингом. И, наконец-то, это случилось сегодня. На турнире участвуют более 30 команд. Это почти 400 человек. Я считаю, что для первого раза это хороший результат. Надеюсь, в следующем году турнир соберет еще больше участников. В этом виде спорта я участвовала впервые. Ничего не заняла, но мне все равно понравилось. Читала о масс-рестлинге в новостях и знаю, что он родом из Якутии, республики, которая находится далеко на севере России. Там проводятся большие чемпионаты по масс-рестлингу. И я рада, что этот вид спорта развивается и в нашей стране. На этот турнир я приехал издалека, из района, который находится в 1800 километрах от Улан-Батора. К соревнованиям по масс-рестлингу начал готовиться еще в феврале. В моем районе отборочные соревнования прошли на серьезном уровне. Поэтому сегодня наша команда завоевала целых 2 медали. 1 золотую и 1 серебряную. Сейчас прошла последняя схватка, и мы упустили бронзу. Но в следующий раз мы обязательно отыграемся. Впереди чемпионат Монголии. Планируем выступать там всей командой. Сегодня состоялся первый турнир по масс-рестлингу среди полицейских и военнослужащих. Спешу объявить, что он станет ежегодным. Уверен, что следующая наша встреча пройдет на таком же высоком уровне и соберет еще больше масс-рестлеров. В
год десятилетия Монгольской Федерации масс-рестлинга в стране пройдет ряд крупных мероприятий. В апреле состоится национальный чемпионат. По его итогам будет сформирована сборная Монголии для участия на континентальном и мировом первенствах по масс-рестлингу. В июне страна впервые примет чемпионаты и первенства Азии. Мы начали подготовку к чемпионату Азии, который впервые пройдет в Монголии с 15 по 19 июня этого года. Скоро стартуют отборочные соревнования внутри страны, и они пройдут в 20-х числах апреля. Те масс-рестлеры, которые займут первые и вторые места, золото и серебро на национальных соревнованиях, будут участвовать в чемпионате Азии и войдут в сборную Монголии. Я думаю, Федерация масс-рестлинга Монголии готова к чемпионату Азии и проведет чемпионат на высшем уровне. Сегодня я победил, и я очень доволен. Теперь буду готовиться к чемпионату Монголии по масс-рестлингу. Я занимаюсь тэквондо, но теперь думаю продолжить спортивную карьеру в масс-рестлинге. Спасибо Федерации, спасибо РДН и Мён Сюрен за продвижение этого вида спорта в Монголии. Масс-рестлинг просто служит мостом нашей культуры, взаимоотношений, дружбы и взаимопонимания. Сейчас очень сложное время. Наша миссия, по-моему, стала еще более продуктивной, скажем так. Потому что действительно мы поняли, что всех людей на всех континентах объединяет одна идея – жить и дружить во имя спорта, во имя нашей дружбы. Я думаю, если у руля стоит такой человек, как Эрденаванчик Батбатар, и его спутница жизни Мунсурен Эрденабатар, которая сейчас является официальным президентом Федерации масс-рестлинга Монголии, то у масс-рестлинга Монголии блестящее будущее, я в этом уверена. Не только мы гордимся, и гордятся однокурсники, руководство республики. Вот воспитали такого молодого человека, он здесь учился, высшее образование получил, магистратуру в Северо-Восточном федеральном университете. Если он задачу ставит перед собой, да, он старается все выполнить. Хороший масс-рестлер имеет 5 важных качеств. Ловкость, гибкость, быстрота, сила и выносливость. Я рад, что Международная Федерация масс-рестлинга не обходит вниманием чемпионаты Монголии и видит, как здесь идет развитие. Якутия – это моя вторая родина, и она останется в моем сердце. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Константин Стручков, Максим Кардозу, Игорь Галутва. Улан-Батор, Монголия.